Доброе утро, дорогие телезрители. Это передача «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И этот утренний эфир вместе с вами проведем мы, Дарья Анкехова и Руслан Ачиров. Сегодня 17 июня, и, как всегда, вас ждет насыщенный эфир. Мы благодарим всех, кто проснулся и проводит это утро с нами. Ну а для тех, кто только-только встает с кровати, поскорее взбодритесь, присоединяйтесь к нам и будьте активнее, ведь мы работаем в прямом эфире, и вы можете воспользоваться такой уникальным случаем, взять и написать добрые утренние сообщения на наш WhatsApp номер. Номер телефона 8 914 2 734 488. Пишите свои добрые пожелания, передавайте приветы, поздравления, и мы обязательно озвучим их в течение эфира. Сегодня в нашем эфире вы узнаете, что такое энергосервисный контракт и как благодаря ему можно сэкономить на коммунальных услугах. Автолюбителей ждут наши лайфхаки, как уберечь свое авто во время поездок. Узнаем, что хотели бы изменить линчане в благоустройстве своего города. И побываем в гостях у известного нерюнгринского фотографа Юрия Коковина. Ну а еще мы узнаем, какой же спектакль покажет в Русском драмтеатре и какие киноновинки нас ждут на этой неделе. И это все благодаря нашим коллегам. Ну что, давайте начнем по традиции с прогноза погоды. В центральных районах температура воздуха на 6 утра была на отметке плюс 13, плюс 15 градусов. В заречной группе 4-19 градусов тепла. В южных плюс 7. В Вилюйской группе улусов 11-16 градусов выше 0. В Нижнеленских 17-18 градусов. В западных 9-3 градусов тепла. В Колымо-Индигирской группе улусов 3-11 выше 0. В Янских 7-12 тепла. На северо-западе плюс 17. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 19 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер восточно-северо-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура плюс 27, плюс 29 градусов тепла. Ну что, какие самые актуальные новости произошли к этому часу, давайте узнаем из выпуска новостей. Доброе утро, коллеги, доброе утро, телезрители. Это новости к этому часу, в студии Влад Давыдов. Тест на наличие антител IgG или иммуноглобулины G теперь можно сдать по новой технологии. Тест-система нового поколения проводится посредством определения наличия антител того же иммуноглобулина к рецептор-связывающему домену вирус нейтрализирующих антител RBD. Новые тест-системы, разработанные в научном исследовательском центре имени Гамалеи, позволяют выявить в организме не любые антитела к вирусу, а именно защищающие иммунитет. Сегодня проверить свой реальный иммунитет можно в Республиканской клинической больнице номер 3 в Якутске. Уже привычное для нас ИФА-исследование, старый метод, определял на наличие антител класса IgG суммарное значение. А новый наш метод будет определять не суммарное значение, а именно наличие анти-РБД антител. РБД располагается, он сам по себе располагается на шипах коронавируса, и при попадании в организм человека вируса он соединяется с рецептором, и там образуются антитела, которые именно защищают наш организм. А на новые анти-РБД антитела могут сдавать переболевшие COVID-19, контактировавшие с COVID-19, у кого было бессимптомное течение и после вакцинации. После вакцинации через сколько дней? После вакцинации, после второго этапа на 21-й день уже могут сдать. В ходе пленарного заседания накануне Государственного собрания Илтумен рассмотрен законопроект о внесении изменений в статью 2 Закона Республики о дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Якутии. Это касается части расширения видов транспорта, используемых к проезду, места реабилитации или абилитационную помощь, также к месту обучения и обратно, включен ЖД-транспорт. По данным, численность инвалидов в республике составляет на сегодня 57 724 человека, в том числе детей-инвалидов 6554. По итогам голосования законопроект принят в первом и окончательном чтении.
Также парламентарии предлагают дать должникам право на сохранение ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на ближайших пленарных заседаниях, сообщает «Парламентская газета». Документ, разработанный группой депутатов и сенаторов, принят в первом чтении 14 апреля, предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс и Закон об исполнительном производстве и дать людям, оказавшимся в долгах, право обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении за ними права на минимальный доход. Это исключит ситуации, когда со счетов должников списывают почти все. По итогам чемпионата России по бегу и по итогам 54-го чемпионата Европы по спортингу, которые проходили в начале июня в Подмосковье, накануне в Якутске поздравили победителей. В соревнованиях по бегу на 100 километров среди женщин титул чемпионки России завоевала Изабелла Борисова. А что касается чемпионата Европы по спортингу, то его участниками стали 240 стрелков из 10 стран мира. Якутянин Аял Макаров занял 3-е место. В категории юниоров победителем стал 15-летний якутянин Рамир Николаев, а среди ветеранов бронзовым призером стал Василий Алексеев. Ну а главным героем чемпионата стал якутский стрелок, мастер спорта России Николай Кобяков из Кобяйского района. Он выбил 182 мишени из 200 возможных и завоевал золотую медаль в абсолютном первенстве. Было, да, тяжело, каждый промах мог решить исход призового места, и было, да, тяжело. Ну, хорошо, что все так сложилось, справился. Хотел бы выразить благодарность Министерству спорта, Федерации спортинга и стендовой стрельбы, родным, близким, коллективу своему, друзьям. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня! Движение – это жизнь. Жизнь – это лайф. Ну а бодрое утро – это, конечно же, зарядка с инструкторами фитнес-лайфа Андреем и Марией. Доброе утро! С вами фитнес-клуб «Фитнес Лайф», инструктора тренажерного зала Андрей и Мария. Давайте начнем нашу зарядку. Начнем с дыхания, встаем на носочки и тянемся вверх. Медленно тянемся вверх, перекатываясь с пяточки на носок. Вдох, выдох, вдох, выдох. Переходим к вращению головы. Медленно вращаем головой в одну сторону, сначала вправо. Делаем таких 5 вращений, не торопимся, дыхание ровное. Повороты корпуса в бок. Начинаем с правой стороны и раз, 2, больше скручиваемся, 3, выдох, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь тянемся к полу, максимально растягиваем бицепс бедра, остановимся. Теперь берем себя за локоточки и покачаемся. Переходим к разогреву ног. Начинаем с правой ноги, вращение бедра в бок. И раз, 2, 3, держим равновесие, 4. Переходим к другой ноге. И раз, 2, 3, не торопимся, дыхание ровное, 4. И теперь немного кардио. И раз, 2, 3, 4, 5. Сделаем еще 5 раз. И раз, 2, 3, 4, 5. Отлично. На этом наша зарядка закончена. Всем хорошего дня. Даша, ты, кстати, знаешь, что среднегодовая норма осадков в Якутии составляет около 230-250 миллиметров в год. Если честно, то даже примерно не знаю. Да, вот если бы не было вечной мерзлоты, то здесь была бы что-то около, что-то вроде пустыни. Вот, например, в пустыне Сахара норма осадков 130 миллиметров в год.
Действительно, вечная мерзлота очень уникальна. И да, я даже знаю, почему ты заговорил именно об этом факте прямо с утра. Потому что сегодня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. А какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем, смотрите в нашей постоянной рубрике. 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. По народному календарю считалось, что если ветер сегодня подует с севера, жди ненастья. 17 июня 362 года римский император Юлиан издал эдикт, запретивший христианам преподавать в школах. 17 июня 1925 года представители 37 государств подписали Женевский протокол – документ о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. 17 июня 1961 года советский танцовщик Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище. 17 июня 1967 года в Китае провели испытания первой водородной бомбы. 17 июня 1970 года американский ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid. 17 июня 1982 года поднялся в воздух опытный образец боевого самолета К-50 «Черная акула». В этот день в 1993 году основана российская телекоммуникационная компания «Мегафон». 17 июня 1714 года родился Цезарь Кассини, французский астроном и геодезист. В этот день в 1882 году родился Игорь Стравинский, русский композитор, дирижер и пианист. 17 июня 1903 года родился Михаил Светлов, русский и советский поэт и драматург. В 1911 году в этот день родился Виктор Некрасов, русский писатель. 17 июня 1962 года родилась Александра Захарова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. В 1968 году 17 июня родился Максим Покровский, российский музыкант, певец, актер, композитор, лидер группы «Ногу свело». Именины в этот день празднуют Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Ростислав и Софья. Ну что, вот такие вот даты, связанные с сегодняшним днем. И раз уж мы заговорили о пустынях, то, я думаю, вот малое количество осадков плюс эрозия почвы – это, конечно, одна из причин запыленности, ну, по крайней мере, города Якутска. Один из способов борьбы с пылью является озеленение. Давайте уже узнаем, довольны ли жители Ленска, достаточно ли у них озеленен город. Как вы считаете, как у нас озеленен город и что-нибудь, может быть, вы добавили бы в озеленение? Ну, он достаточно озеленен, но, конечно, бы хотелось, чтобы было побольше деревьев, всяких разных парков, вот такое. Ну, видно, что да, садят цветы, но в основном учреждения. Видно по учреждениям и частных домах, которые вот по Чапаево, да, люди что-то озеленяют сами своими силами. Ну, так глобально бы нет, не скажу. Хотелось бы вот на таких местах, куда мы водим детей, чтобы там было больше зелени, фонтанов. Приезжаем, удивляемся, едем на машине, мы говорим, ой, как хорошо, прямо все расцветает. Смена есть. А не хватает, и погоды не хватает, и зимой засыпает снегом, а трактор убирает и все ломает. Парки красивые тоже делают, и везде по городу все нормально будет. Лучше. Ну, конечно, в этом году возле коней, как говорят, их называют тройку, не очень насаждение. Прошлый год было обалденное. Достаточно зеленый город по сравнению с другими городами, я считаю. В принципе, деревьев много, листвы. Очень хорошо озеленен. Ну, единственное, может быть, цветочки еще вот вокруг всех вот этих домов посадить. А так вообще очень красиво зеленое, только грязно немножко, конечно. Люди не соблюдают чистоту. И вообще мусорная тоже компания работает не очень. А так все хорошо, я люблю свой город Ленск. Спасибо. Спасибо вам. Да, в Ленске продолжаются работы по озеленению. Озеленением, в основном облагораживанием своих территорий занимаются предприятия, учебные заведения и жители частного сектора. Благодаря совместным усилиям город расцветает новыми красками. Материал Светланы Балеевой. Работники Центрального дома народного творчества второй год занимаются озеленением одного из красивейших мест в городе – памятника первопроходцам Тройка. Сегодня здесь были высажены цветы, бархатцы и петунии. Будем все лето ухаживать за ними, поливать, пропалывать. Но некоторые цветы не прижились,
Мы их будем подсаживать. Через несколько дней цветы приживутся и постепенно разрастутся пышными кустами и создадут еще более комфортную обстановку в любимом месте отдыха ленчан. Одним из удивительных мест в городе, которым славится Ленск, считается Яблоневый сад. Он находится на территории первой городской школы. Сад основан в 1940 году и жив до сих пор. Ежегодно педагоги, дети ухаживают за райским уголком и пополняют его новыми саженцами. Мы выписали яблони сибирские, это получается бурятская слава и слава Бурятии, два вида. Они у нас только нынче первый год, и они должны быть покрупнее, чем наши. Я думаю, у нас они перезимуют, и дальше будем это развивать. Сад – это украшение города. Цветущие сегодня яблони видно издалека, а приятный аромат чувствуется за версту. Надо сказать, что к концу лета на яблонях появятся небольшие ранетки, сладкие на вкус. У нас яблоневый сад, каждый год он пополняется, вырастает, он цветет хорошо, и к сентябрю начинает уже яблочки слаще становиться, а потом мы варим компот. Благодаря ответственному подходу учреждений города к озеленению своих территорий слаживается общий облик Ленска. Так, при входе в школу высажены акации. Пышные, зелено-яркие небольшие кроны кустарников очень эстетично смотрятся со всех ракурсов и радуют глаз всех ленчан. Озеленяют свои территории и жители частного сектора. Они подходят к этому процессу весьма креативно. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В декабре прошлого года в Якутии вступил новый закон об энергосбережении и повышении энергоэффективности, который направлен на сбережение и повышение эффективности потребления коммунальных услуг за счет средств бюджета. И сегодня у нас в гостях Аял Пиндяйцев, начальник отдела методологии и мониторинга. Доброе утро. Аял. Доброе утро. Что же такое энергосервисный контракт и при каких случаях его можно оформить? Энергосервисный контракт – это особая форма договора, которая заключается с энергосервисной компанией и собственниками жилых помещений. Она прежде всего нацелена на экономию энергетических ресурсов и воды. Так, в зависимости от вложенных инвестиций срок энергосервисного контракта в среднем где-то 5-7 лет. И, например, в период действия энергосервисного контракта энергосервисная организация устанавливает, проводит энергосервисные работы, устанавливает оборудование и эксплуатирует его до конца энергосервисного контракта. После энергосервисного контракта все оборудования передаются управляющей компании на дальнейшую эксплуатацию. Вот благодаря энергосервисному контракту жители могут экономить до 30% коммунальных платежей. Ну, допустим, есть двухкомнатная квартира, зимой в ней, например, холодно, батареи холодные, управляющая компания никак не реагирует, ежемесячно идет оплата за коммуналку. В чем реально поможет этот контракт? Как вообще он работает? Допустим, если в квартире холодно, скорее всего, это неэффективное использование энергетических ресурсов. Ну и в целях эффективного использования энергетических ресурсов заключаются энергосервисные контракты. То есть мы заключаем контракт, приходят ваши специалисты, фиксируют, да, и делается перерасчет, правильно? Это все так, примитивно, или все-таки есть какие-то определенные нюансы? Нет, так, но в период действия энергосервисного контракта полученную экономию будет получать инвестор. Потому что инвестор вкладывается и финансовые средства на энергосервисные работы. При этом житель этого многоквартирного дома не вкладывается, все финансовые риски берет на себя энергосервисная компания. То есть в этом и есть выгода для жителей многоквартирных домов. Совершенно верно. Расскажите, пожалуйста, о роли энергоаудита. Какую работу они проводят? Энергоаудит – это начальный шаг для проведения энергосервисных работ. В рамках энергоаудита устанавливаются, определяются потенциал экономии, сколько всего ресурсов тратится и где идет неэффективное использование энергетических ресурсов. Для оформления контракта необходимо ли согласие получить от управляющей компании? Тут прежде всего нужно согласие собственников помещений. Они на общем собрании должны принять решение о проведении энергосервисных работ. И
В соответствии с 261 федеральным законом управляющие компании ТСЖ обязаны разрабатывать предложения и представлять жителям помещений. Вот так, да. Аял, ну а вообще, если взять такой наглядный пример на вашей практике, вот на какую сумму примерно можно было сэкономить, ну, допустим, в пятиэтажном доме, да, вот подъезд, вы говорите, да, многоквартиры, все подъезды должны участвовать, да, или можно на один подъезд только заключить? Смотря от теплового пункта узла ввода, сколько узлов ввода, в зависимости от этого. Ну, то есть примерно плюс-минус, все равно сумма же примерно известна? Ну, сумма примерно где-то 30%. 30%. Ага. Дело в том, что в республике в прошлом году только были приняты поправки. У нас в связи с суровыми климатическими условиями население платит только 30% в среднем от стоимости коммунальных услуг. Получается, себестоимость предоставления услуг намного превышает, чем плата граждан. Вот в связи с этим для возмещения недополученных доходов в прошлом году приняты поправки в закон Республики Саха-Якутия об энергосбережении, и в мае текущего года утвердили порядок. А кто и как может заключить энергосервисный контракт? Энергосервисный контракт от согласия собственников жилых помещений заключает управляющая компания и ТСЖ. Вот так. Ну, спасибо большое, Аял, что рассказали нам про такую интересную тему. Мне кажется, это очень полезно, да, и многие наши зрители возьмут это хотя бы пока что на заметку, да. Ну, а затем могут связаться с вами, да, и вы дадите полную консультацию. Да, конечно. Все, также могут зайти на наш сайт Центра развития ЖКХ и ознакомиться со всеми материалами. Центр развития ЖКХ. Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир, и хотелось бы рассказать, что сегодня в 11:30 на телеканале НВК Саха и Якутия-24 будет такой интересный проект «Подворье». Мы каждый день анонсируем, что же нас ждет сегодня в прямом эфире. Но, забегая вперед, хочу сказать, что сегодня съемочная группа отправится вновь на территорию крестьянско-фермерского хозяйства, и сегодня будем говорить о кроликах-гигантах. Я уже с ними знакома. Кролики-гиганты реальные? Это просто невероятно. Ну, то есть это примерно вот такой кролик и вот такой вот высоты. Ты представляешь? Назвать это кроликом очень сложно, но они уникальны, их совсем мало в Якутии, их разводят, ими занимаются, и они дают потомство. И ты представляешь, сколько крольчатины можно получить с одного кролика-гиганта? Нет, кролики очень милые животные, их просто разводят. В общем, смотрите, в 11:30, да? Сегодня на канале Якутия-24. Глава Tesla, миллиардер Илон Маск, представил новую модель Model S Plaid стоимостью $130 тысяч. Автомобиль разгоняется до 96,5 км в час всего за 1,99 секунды. Без подзарядки он может проехать 630 километров. Он заявил, Илон Маск очень веселый парень, судя по видео. Ну и вообще, да. Кстати, Илон Маск заявил, что в следующем квартале Tesla планирует произвести уже около 1000 таких электромобилей. Замечательная новость. Ну а вообще автотуризм стал особо популярным и востребованным видом отдыха у россиян. Действительно, сейчас, мне кажется, практически не осталось ни одной семьи, кто вот так вот не сел на машину и не отправился даже в какое-то, вот знаешь, краткосрочное путешествие. Ну вот, кстати, у Теслы, да, у новой 630 километров запас хода. Я думаю, что, в принципе, уже в скором будущем, возможно, даже в Якутии будут передвигаться на электромобилях. Но прежде чем отправляться в дальний путь, не забудьте проконсультироваться с бывалыми автомобилистами. Ну а какие-то полезные лайфхаки вы можете почерпнуть из наших полезных советов.
Всем доброе утро. Меня зовут Алексей. Я занимаюсь ремонтом ходовой части. Мой стаж более 23 лет. Сейчас наступает пора отпусков. И многие автолюбители с семьями, с детьми выезжают на море, куда-то в другие республики, в другие города. И бывает очень часто так, что наши дороги, конечно, оставляют желать лучшего. И где-то на скорости, попадая в яму, в какую-то неровность, происходит следующее. Вы влетаете в эту яму, выезжаете, и буквально сразу у вас происходит такая ситуация, когда вы не можете даже удержать руль. То есть вроде бы никаких стуков нет, но начинает болтать руль, болтать машину. Конечно, у любого, особенно неопытного водителя, начинается паника, потому что он думает, все, что-то вышло из строя, там, шаровая отлетела или рулевая. Как правило, люди часто очень думают, что проблема в рулевой, потому что руль начинает бить. Я вам скажу, что вибрация и биение руля в 99% случаев возникает из-за резины. Когда вы попадаете в большую яму, какую-то кочку, да, или наезжаете на какую-то железку большую на скорости, у вас происходит удар резиной. Особенно многие люди ездят на низкопрофильной резине, соответственно, степень амортизации там еще меньше. Поэтому не паникуйте, спокойно выходите из автомобиля, смотрите на колеса. Если вы даже визуально не видите, что у вас вылезла грыжа, если я имею в виду колесо целое, да, они могут быть и внутренние грыжи, делайте очень просто. Берете, домкратите свое авто и переставляете задние колеса вперед, соответственно, передние назад. Начинаете движение, как правило, скорее всего, на 99% у вас уйдет биение руля. Возможно, вы чувствовать будете, что машина шевелится в задней части, но это уже не так страшно, потому что самое страшное – это разрыв передних колес. Соответственно, даже когда с грыжей биение, оно разбивает ходовую часть. С такой помощью, когда вы переставили задние колеса вперед, у вас ушло это биение, вы спокойно можете доехать до ближайшего шиномонтажа, до магазина, купить вышедший из строя баллон, поставить его и дальше путешествовать. Для того, чтобы, опять же, не попадаться в такие ситуации, перед поездкой обязательно ставьте резину ту, которая подходит под данный сезон времени. То есть зимой это зимняя резина, летом это летняя резина. Обязательно смотрите давление в шинах. Летом я рекомендую сделать их чуть-чуть пожестче, зимой, наоборот, чуть-чуть помягче. Спасибо. Сегодня в 11:30 на канале Кути-24 в передаче «Подворье» в прямом эфире будет рассказано про кроликов-гигантов, но, видимо, следующий сюжет тоже связан с этими огромными животными, как мы выяснили. Новорожденный олененок застрял в кроличьей норе. На помощь пришел фермер Пит Уэсли. Его супруга Джейн занимается разведением оленей. Утром они обычно осматривают животных. В один из таких рейдов они заметили обеспокоенную олениху. Оказалось, что ее новорожденный детеныш свалился в нору и не может выбраться. Пит засунул руки в норку и за минуту вытащил перепуганное животное. После того, как олененок оказался на земле, Пит продолжил поддерживать его, чтобы животное не упало. Затем к детенышу подошла его мать и начала его обнюхивать. Она не стала нападать на Пита, так как она одна из самых спокойных в стаде. Нору, в которую провалился олененок, конечно же, засыпали. Замечательные такие кадры, да, как-то мило душе, и реально думаешь, что все-таки человек и животное, они все равно где-то рядом, да, и друг другу помогают, и очень мило наблюдать за такими кадрами, тем более с утра, да. Абсолютно согласен. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «Пусть мама придет». В ней мы познакомим вас с родными братьями Вовой, 7 лет, и Олегом, 6 лет. Илья и Вова надеются, что после нашего сюжета они обретут свою семью. Знакомьтесь, родные братья, 9-летний Вова, 7-летний Олег и 6-летний Илья. Старший Вова перешел в 4 класс.
Вова 2011 года рождения, к нам прибыл в 2019 году. За это время он проявил себя как настоящий умница. Во-первых, он очень любознательный, подвижный, любознательный, участвует во всех мероприятиях. В школе он учится, в основном сам старается, редко обращается за помощью, так как усваивает материал хорошо на уроках. Я здесь недавно, поэтому у меня еще мало грамот. И вот эту грамоту я получил за то, что я участвовал в летней фантазии. Вот медаль за участие в футболе. Это за хорошую учебу. А вот это за интеллектуальную игру. Вот все. Средний брат, 7-летний Олег, так же, как и Вова, аккуратен и исполнителен во всем. Это Олег. Мальчик, он у нас добрый, отзывчивый, любознательный. Любит посещать творческий кружок самоделки, так как очень любит рисовать и лепить. Олег, ты в 1 классе учишься? Да. Расскажи, как ты учишься. Я учусь на 1 пятерке. Молодец. А какие твои самые любимые предметы? Математика. Самый младший из братьев, 6-летний Илья, еще только готовится пойти в школу и проявляет к занятиям огромный интерес. Илья мальчик доброжелательный, исполнительный, он у нас очень активный и творческий, очень хорошо рисует, есть талант, и участвует в различных мероприятиях. Если у человека, у любого мама, с ней по жизни вместе, мы шагаем рядом. Нет ее дороже, нет ее роднее, и любить так верно, и лишь она умеет. Мы надеемся, что братья обретут семью. Хотелось бы выразить отдельную благодарность нашим коллегам и всем тем, кто причастен к подобным акциям, роликам, ведь это действительно благое дело. Действительно. Дорогие друзья, в продолжении у нас актуальные новости на данный час. Их представит наш новостной обозреватель Влад Давыдов. Доброе утро, коллеги, доброе утро, телезрители. Это новости к этому часу, в студии Влад Давыдов. Делегация российских экспертов в середине этой недели отправится в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом в стране и принятия решения о возможности возобновления авиасообщения с Россией и туризма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Уточняется, что в состав этой делегации войдут представители Роспотребнадзора, его научно-исследовательских институтов, Ростуризма и подведомственного учреждения Минздрава. Эксперты оценят ситуацию с распространением COVID-19 в Турции, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов на популярных направлениях. В Хангаласский улус завезли химикаты для обработки очага сибирского шелкопряда. Прошлой осенью инженерами-лесопатологами на территориях Якутского, Намского и Хангаласского лесничеств был выявлен очаг сибирского шелкопряда общей площадью около 200 тысяч гектаров. При этом 2/3 площади очага приходится именно на Хангаласский район. На днях территории, пораженные лесным вредителем, будут обрабатывать химическим препаратом кланрин, который, по заверениям специалистов, опасен только для насекомых и не наносит вреда людям и животным. Химикат в количестве более 40 тысяч литров завезли и сейчас готовят к распылению авиационным способом с самолетов Ан-2. В Хангаласском районе будут обрабатывать лесные территории с границы улуса с городом Якутском и до Еланки. Предварительно, это завтра-послезавтра мы уже начнем, получается, распылять препарат на территории Намского и Якутского лесничеств. Получается, они у нас запланированы под обработку в первую очередь. Ну и, соответственно, затем идет Хангаласское лесничество. С момента распыления, согласно требованиям, там 14 дней нельзя будет там заниматься сбором дикоросов и так далее. Гендиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Якутии Владимир Ионин в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал о сроках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Программа капремонта была сформулирована в 2014 году и рассчитана на 30 лет. Стоит отметить, что у всех конструктивных элементов домов разные степени износа. Например, фундамент 30 лет, газ 20, лифты 25 лет, водоснабжение 15 лет. И в зависимости от того, когда был построен дом, какие ремонтные работы в каком объеме в нем проводились, из всего этого складывается программа капитального ремонта. В ней расписаны все дома, которые есть в республике, и все они в течение 30 лет по всем конструктивным элементам будут отремонтированы, сказал Владимир Ионин. От желающих поступить в среднее специальное учебное заведение прием документов начнется с 18 июня. Количество выделенных бюджетных мест в этом году более 6 тысяч, из них порядка 3000 мест для абитуриентов, поступающих после 9 класса. Это на 100 мест больше, чем в прошлом году. В связи с ограничительными мерами документы будут принимать дистанционно до 15 августа. Кроме того, по некоторым специальностям абитуриент проходит вступительные испытания в виде тестирования. Для них последний день приема документов 10 августа. В этом году прибавилось 16 новых профессий. В этом году мы открыли 16 новых профессий и специальностей. Большинство на базе 9 классов. Также можно сказать, что в большей степени это промышленная направленность, да, в сфере IT. Также можно поступить, к примеру, в Шатайский техникум на специальность монтажник, также мехатроника и робототехника. Всего на территории Республики Саха-Якутия функционирует 42 профессиональных образовательных организаций, куда могут подать заявление. Это были утренние новости. Удачного вам дня! Известный фотограф дикой природы Пол Никлин опубликовал в сети уникальные снимки момента, где дельфин охотится за маленькими рыбками, которые находятся глубоко в песке. Дельфин может глубоко зарыться клювом и долго и упорно искать свое пропитание. Полярный биолог и фотограф-натуралист много лет наблюдает за разными животными. В объектив его камеры попали тысячи гризли, барибалов, кермотских и белых медведей. Пол Никлин – биолог и фотограф National Geographic и по праву считается одним из лучших фотографов дикой природы. Прославился он прежде всего фотографиями, сделанными в Арктике и Антарктике. Знаешь, после таких кадров я даже немножко сожалею, что вот не умею фотографировать, да, и поэтому один из моих таких любимых каналов – это National Geographic. Ну, смотришь и диву даешься, какие замечательные кадры. Ведь это же надо все поймать вовремя. Словить ты-то, наверное, как оператор. Бывает иногда, да, знаешь, очень сложно. Вообще занятие фотографией – это очень действительно творческий процесс. И у нас в республике есть представитель этой замечательной профессии. Свой 65-летний юбилей отметил знаменитый нерюнгринский фотохудожник Юрий Коковин. Жизнь его интересна и разнообразна, а творческий путь полон вдохновения и неустанной работоспособности. Об интересном творческом человеке материал Ирины Чигиной. Если на ранних этапах своего становления Юрий Николаевич только мечтал о том, чтобы его снимки попали на страницы известных журналов, таких как «Охота» и «Охотничье хозяйство», то сейчас издатели уже сами выходят на нерюнгринского фотохудожника и просят дать материал для печати. Профессиональная карьера Юрия Коковина как фотографа началась, когда его без образования и опыта пригласили работать в Якутуглестрой. Но большую часть жизни он все же отдал родной газете «Индустрия Севера», в которой работает и по сей день. Весь коллектив газеты «Индустрия Севера» гордится, что на протяжении 30 лет в наших рядах работает такой талантливый человек. И мы безумно рады, что он до сих пор полон сил, жизненных энергий, у него творческий азарт не угасает. И от всей души мы желаем ему как можно больше шедевральных снимков и творческого вдохновения. С легкой руки Юрия иллюстрировано 124 книги, выпущено 7 авторских альбомов, написано более 700 статей о природе и несчетное количество фотографий опубликованы в больших всемирно известных изданиях. Через его снимки весь мир увидел красоту Южной Якутии. Он показал, насколько разнообразный и удивительный растительный и животный мир кроется в наших суровых условиях. А с чего все началось? Ответ простой. Начинается все с детства, вы же знаете. В детстве выклинчил у родителей фотоаппарат. Ну и они же не знали, что фотоаппарат, по сути дела,
Они вручили фотокамеру, а на самом деле вручили судьбу. И эта судьба, по сути, вот мне 65 лет, я все думаю, что какой же я счастливый человек. Отличник культуры и печати Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Нерюнгринского района, обладатель премии Союза журналистов «Золотое перо». Кто же он в первую очередь? Корреспондент, путешественник, охотник, рыболов, писатель или фотограф? Не может ответить даже он сам. Зато с уверенностью говорит о том, что всю жизнь занимается любимым делом и останавливаться не собирается. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Руслан, как часто ты смотришь различные киноленты и вообще киноман ли ты? Ну, в принципе, достаточно часто. То есть я люблю посмотреть хорошее кино. Ну, а при выборе хорошего кино на что ты в первую очередь обращаешь внимание? Ну, это отзывы зрителей, затем оценка, Кинопоиск или IMDb, ну и, конечно, на актерский состав тоже посмотрю. Ну, тогда тебя, наверное, заинтересует премьера этой недели, комедийный боевик «Телохранитель жены киллера». Там известных фамилий много. К примеру, Самуэль Л. Джексон, Селма Хайек, Антонио Бандерас и Морган Фриман. Вот так вот, такой состав. Здорово. Но чуть подробнее, да, об этом фильме и других премьерах, которые нас ожидают на этой неделе, мы расскажем в нашей следующей рубрике. Нам нужны лодки. Нам нужны они. На экраны выходит комедийный боевик «Телохранитель жены киллера», который является прямым продолжением фильма 2016 года «Телохранитель киллера». Герой Райана Рейнольдса, телохранитель Майкл Брайс, решил завязать с нервной работой и по совету своего психотерапевта отправляется на тихий курорт, вооружившись лишь книгами и расслабляющей музыкой. Но отдых был недолгим. Его старый знакомый, киллер мирового уровня и настоящий магнит для неприятностей Дариус Кинкейд в исполнении Сэмюэля Л. Джексона и его буйная супруга Соня, которую играет Сальма Хайек, вновь попали в неприятности. И на них устроил охоту преступный синдикат. И теперь Майклу вновь придется стать телохранителем. На этот раз жены киллера. Нас двое. Тоже странно прозвучало. Телохранитель жены киллера. Ты столько всего можешь сделать! Тебе просто надо попробовать. Лука и Альберти мечтают провести свои незабываемые летние каникулы на побережье Средиземного моря на итальянской ривьере и насладиться всеми прелестями подростков – футболом, велосипедами и мороженым. Но есть одна проблема. Они – морские монстры и мало что знают о жизни на суше. Они могут принимать людской облик, но стоит на них попасть в воде, как сущность морских монстров вырывается наружу. Но, как в любой сказке, все трудности и проблемы Луки и его приятеля помогут решить новые друзья. Банкомат сожрал мою карту. Вам нужно обратиться в банк. Тихоня Джозеф работает в службе безопасности лондонского аэропорта. Его дни монотонны, а коллеги и семья безразличны. В один день он срывается, бросает все, пускаясь в опасные приключения по улицам Лондона. И ограбление банка для него не предел безрассудства. До какой черты он готов дойти в своем бунте против правил, принятых в этом обществе. Ты что тут делаешь, парень? Иду домой, сэр. Владелец техасского автосалона решает разыграть внедорожник среди двадцатки избранных. Безобидное шоу с живой музыкой и бесплатной выпивкой оборачивается нешуточным испытанием для его участников. Среди претендентов молодой отец семейства Кайл, стремящийся всеми силами упрочить свои жизненные позиции. Он должен продержаться до конца, несмотря на нечеловеческую усталость и козни соперников. Привет, вы за Кэми? Да. Хорошо. Уставшая после длительного перелета Кэми вызывает из аэропорта такси, желая быстрее попасть в свой загородный дом. Но привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит в тупик, где не работает связь. Она выбегает из машины, считая, что это ловушка таксиста. Но лес вокруг таит угрозу гораздо страшнее. Она попадает в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливают загадочное существо под названием Толме, питающееся страхами затерявшихся путников. И ведьмы добудут его. Толмен. Первый
демон. В грядущие выходные Русский театр закрывает свой юбилейный 130-й сезон. Специально к этому событию в театре приготовили премьеру спектакля «Сорванец». Самое интересное, что именно этим спектаклем 130 лет назад открылся первый театральный сезон Русского театра в Якутске. Сегодня у нас в гостях актер Русского драматического театра имени Пушкина Александр Сердюков. Александр, доброе утро. Здравствуйте, ребята. Вот так вот. Сразу видно, кто у нас в студии, да? Прекратите. Какой поставленный голос, сколько энергии. Ай, мало. Спать хочу. Ну, наверняка вы знаете историю, почему сезон решили закрыть именно этим спектаклем. Да, случайно вот узнал. Сегодня перед эфиром буквально. Оператор сказал. Шучу. Действительно, 130 лет назад в славном городе Якутске, парадокс, но это правда, тогдашним составом театра, той труппой, был поставлен этот замечательный спектакль, и здравствующий в то время губернатор высоко оценил актерские таланты тамошних артистов, и мы, так сказать, дань уважения решили посвятить 130-й юбилейный сезон именно этому спектаклю. Вот. Но скажу вам сразу, от оригинального спектакля, то есть от оригинальной пьесы, там осталось совсем мало. Там все просто с ног на голову, потому что приехала всем известная Ирина Владимировна Астафьева вот, из города Барнаул, которая уже к нам приезжала и приходила. Вот. И ну, приходите, посмотрите. Да. Мы, кстати, вот видим на кадрах сейчас, что актеры, да, то есть играют на музыкальных инструментах. Будете ли вы играть вживую или будет какая-то рода фонограмма? Я, увы, нет, потому что и читаю, и пою, и играю на инструментах плохо, а действительно наши артисты совершили, можно сказать, невозможное, потому что буквально за месяц, может быть, там с небольшим, ребята на самом деле освоили многие музыкальные инструменты, в том числе контрабас, балалайка. Ну, я про гитару вообще молчу, как бы вот барабанные установки. То есть реально ребята некоторые с нуля. Вот за месяц, еще, это же нужно еще и сыграть, это же еще и нужно под живое пение, танцы и прочее делать красиво, профессионально, поскольку мы все-таки театр академический. Вот. Ребята молодцы. Вот самый большой плюс я ставлю все-таки музыкантам, потому что они меня впечатляют пока что больше всего. То есть я правильно понимаю, что там есть ребята, которые никогда не играли на музыкальных вот есть, инструментах? Есть, да, скажу больше, которые не пели даже никогда и случайно запели, как в сказке. Но мы знаем, что в самый разгар ваших репетиций театр был закрыт на карантин. Вот как вы все успели вовремя сделать и не отпечаталось ли это на качество? Да, вот как самой актерской роли. Как говорил старик Хоттабыч, нет ничего невозможного. Вот, было бы желание. Есть такие программы специальные, вы сами понимаете, Zoom, когда расцвел. Когда началась пандемия, в принципе, к моменту, когда начался карантин, пандемия, когда вот некоторые коллеги у нас приболели, большая часть спектакля уже была выучена, сделана, оставались, скажем так, мелкие некоторые штрихи, нюансы, да. Ну, к тому же все профессионалы, все понимают, что так или иначе осталось там 2-3-4 дня, 2-3-4 часа, но зритель должен увидеть готовый, хороший, вкусный продукт, поэтому собрались, и я надеюсь, что у нас это получилось. Ну, а лично вам, Александр, что больше всего помимо игры на музыкальных инструментах вам нравится? Потому что, мне кажется, многие вас знают, знаете, телезрители наши любят вас и думают, ну вот сейчас Саша скажет, что надо идти, потому что там будет это, и придут. Ну, лично мне режиссер нравится очень сильно, Ирина Владимировна. Она такая симпатичная. Вообще, я вам скажу, что нужно идти, потому что это спектакль, некий эксперимент, некое такое балаганное действие. В программке спектакля так и написано. Это необычный спектакль, очень необычный. Вот конкретно вот такого формата выступления у нас не было. Поэтому кто любит всякие вкусняшки, пасхалки, перемещение во времени, то есть вроде бы ходит какой-то граф, там, знаете, пасет куриц и зовет служанку, в это же время вылетает товарищ с синтезатором, начинает играть продиджи, ну, что-то из новой драмы. То есть вот так вот, очень много креатива. Вообще, куча. То есть, дорогие наши телезрители, напоминаем, что в эту субботу-воскресенье вы можете
вы обязаны, наверное, да? Ну, даже не обязаны, а желательно сходите, проведите с пользой этот вечер, посетите Русский театр, обязательно посмотрите «Сорванца». Да. Тут и сказочки конец, а кто слушал, сорванец. Ну что, спасибо большое, Александр, что посетили наш утренний эфир. Ой, спасибо вам, ребята. Хоть выспался. Мы поздравляем вас все-таки с юбилейной датой. Да, а вы сколько лет театру отдали? Я... 130 сейчас. Да, действительно, я просто очень хорошо выгляжу, не курю и не пью. Ну, фактически 20 лет я отдал. Ну, включая учебу, включая студенческие годы, поскольку нас уже тогда привлекали в какие-то спектакли, поэтому около 20 лет, наверное. Я фактически пенсионер. Ну, спасибо, Александр, что в это утро пришли к нам, рассказали про интересный спектакль. Ну а в сети активно распространяются настроенческие фотографии животных, где они оказались в смешной или забавной ситуации. Животными тоже могут быть смешными, считают подписчики, и охотно делятся снимками в Инстаграм. Милые кадры, да, улыбающийся верблюд, смеющийся, да, енот. Да, и действительно, животные, когда попадают в такие вот редкие кадры, это прям классно и радует глаз тоже. Да, ну даже вот в некоторых кадрах я себя узнаю, там, особенно, допустим, с утра, с чашкой кофе и так далее. Но, друзья, мы вам желаем самого бодрого утра, отличного рабочего дня. Я надеюсь, что мы вас зарядили хорошей положительной энергетикой. Ну и увидимся уже завтра в это же время на этих же телеканалах. До новых встреч!